Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Противодействие коррупции является одной из приоритетных задач государственной политики и важнейшим направлением надзорной деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Как в республике обстоят дела с противодействием коррупции? Гостья студии Ирина Колодезникова, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Саха-Якутия. Ирина Мироновна, здравствуйте. Здравствуйте. Как в республике обстоят дела в сфере противодействия коррупции? На сегодняшний день, можно сказать, уровень распространенности коррупции в республике пока остается высоким, что обуславливает необходимость дальнейшего совершенствования взаимодействия государственных органов и муниципальных органов власти и их координации, повышения результативности работы правоохранительных органов предварительного следствия и суда, усиление прокурорского надзора, в том числе полагаться на правосознательность обычных граждан в области противодействия коррупции. На современном этапе противодействия коррупции является одной из важнейших приоритетных задач государственной политики и важнейшим направлением деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная указом президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года за номером 460, рассматривает коррупцию как угрозу безопасности Российской Федерации, а в качестве одного из основных направлений реализации стратегии определено повышение эффективности деятельности государственных органов по противодействию коррупции. Если конкретно обратиться к нашей республике, то в прошлом году, в 2021 году, всего было рассмотрено судами 114 уголовных дел в отношении 120 лиц, что на 30 уголовных дел больше, чем аналогичный период прошлого года. Исходя из таких статистических данных, можно отметить, что да, действительно борьба противодействия коррупции у нас ведется и интенсивная. А насчет уровня коррупционности, в принципе, да, действительно, она сохраняется, она никуда не уходит, но тем не менее нельзя сказать, что она полностью удалена из нашего общества, но в то же время оно и присутствует. Как распознать коррупцию, в чем она проявляется? Необходимо обратиться вообще к слову, что такое коррупция. Оно исходит от латинского слова «коррупцию», то есть подлог. То есть это значит государственному служащему или же какому-то чиновнику, обладающему какими-то должностными признаками должностного лица, и действующие работающие, состоящие в службе государства, обществу, из корыстных побуждений он получает какие-то преференции для себя или же для третьих лиц, и это считается, как правило, правонарушением в области коррупции. При каких обстоятельствах совершаются данные преступления? Но в целом, если обратиться опять же к статистическим данным, то такие преступления, они совершаются в частности по должностным преступлениям, а именно это, как мы все знаем, взяточничество, коммерческие подкупы, и таких как экономических преступлениях, как присвоение растрата, мошенничество в особо крупных размерах. Но поскольку мы присоединяем такие преступления к должностному лицу, или, попросту сказать, чиновникам, то такие преступления совершаются лицами, состоящими на государственной или муниципальной службе, как правило. В чем причины данных преступлений? Причины бывают разные, но в целом, поскольку это совершается гражданами, все-таки людьми, можно сказать, да, то можно обратиться к себе. То есть какой человек, что за воспитание он имел и какие имеет склонности. Поскольку все преступления коррупционной направленности отличаются тем, что они из корыстных побуждений совершаются, то есть банально можно сказать корысть, или же человек хочет за счет государства обогатиться. В этом именно заключается. Что необходимо сделать, чтобы предотвратить коррупционное преступление?
Ну, тут сразу сказать и какой-то какие-то советы нельзя дать, но с другой стороны, если мы обращаемся, опять же, это все-таки относится к институту обществу, да, общественные проявления, то есть надо, во-первых, начинать с себя, то есть не допускать совершения таких правонарушений, преступлений, но и при этом обращать внимание на недопустимость таких преступлений другими лицами. То есть в обществе создавать такие условия нетерпимости к преступлениям коррупционной направленности. Вот в таких случаях тогда и, скорее всего, и общество оздоровится. Ирина Мироновна, почему не стоит совершать такие преступления? Каждое преступление имеет свои санкции. Но если мы обратимся к Уголовному кодексу, то за преступление коррупционной направленности, можно сказать, такие крокодиловские санкции. И если конкретно обращаемся к статье 290, это значит получение должностным лицом взятки, тогда он не только ответит не только своим личной свободой для себя, но и у него для такого преступления предусмотрена очень большая сумма штрафа. И, как правило, если это должностное лицо еще и вымогало такую взятку, то 10-кратном, 20-кратном, 30-кратном размере своей взятки должен будет выплатить. То есть это не только личная свобода ограничивается, но еще и получается его материальное благосостояние. Ну вот какую ответственность несут должностные лица за совершение коррупционных преступлений? И, как я сказала уже, исходя из тяжести совершенного преступления, у нас критерии есть. Если это исходит от значимости совершенного преступления, общественной опасности, но если это преступление относится, ну, как правило, все коррупционные преступления, они относятся к тяжким или особо тяжким преступлениям. Но если особо тяжкие, это как квалифицированные преступления, скажем так, за получение или дачу взяток в особо крупном размере, то это у нас свыше 1 000 000 рублей, да, ну и, соответственно, наказание такое же соответствующее получится. Это свыше даже 8 лет лишения свободы, но и со штрафом до кратном размере суммы штрафа. Такой штраф, как правило, оно еще и бывает обязательным. То есть если у нас чиновник совершает преступление на своем посту с использованием своего служебного положения, еще и с корыстными мотивами, то наказание должно нести от государства соответствующее, что такое поведение для чиновника, для него лично и еще и для других было недопустимо. Каковы последствия привлечения к ответственности за совершение коррупционных преступлений? Вы уже сказали о высоких сроках, да, о штрафах. Но вообще в целом какая ответственность за такие преступления? Последствия? Как каждое преступление, в целом это вопрос уже общеюридическое считается. Но человек останется привлеченным к уголовной ответственности. Да? Значит, в последующем его невозможно. Он не сможет устроиться на работу на государственную муниципальную службу. Если даже и погасится или будет снята уголовная ответственность через какое-то время, но тем не менее останется для работодателя, все равно будет иметь особую важную роль, по какой статье человек привлекался к уголовной ответственности. И в последующем не факт, что его с распростертыми объятиями будут ждать на такой же должности в последующем. Так что человек просто свое будущее, можно сказать, закроет в своей профессиональной деятельности. Далее у нас еще и кроме его личной последствия он может для себя ощутить, но еще и может ощутить его дети. Опять же, для устройства на государственную службу требуется, что у
тебя, у родителей не было судимости или же за что-то они привлекались. И отсюда, опять же, будет рассматриваться вопрос, стоит ли доверять такому человеку, чтобы он управлял, ну, можно сказать, управлял государством с учетом судимости родителей. Такие не принимаются. Могут ли как-то граждане влиять на коррупционную преступность? Вообще на всякую преступность, считаю, каждый человек, конечно же, влияет. Мы должны создавать такое общество, когда, можно сказать, чтобы преступности практически не было. Ну, считается, это самое лучшее общество в мире, да? А коррупционное, но оно направлено против государственного устройства все равно. И для того, чтобы наше будущее, наша жизнь как-то была чем-то защищена, или же, ну, какой резон, если мы будем жить, где правонарушение коррупционной направленности будет высока, и при этом мы пытаемся строить заводы, какие-то дороги, что-то устраивать, национальные проекты, да, вот очень хорошее много работы ведется, а по ним будут разворовываться деньги. И, конечно же, в конечном итоге у нас и садов не будет, школ не будет, и ничего строиться не будет. Нас это устраивает или нет? Мы должны исходить из чего мы хотим. И если мы хотим для себя, для своих будущих поколений хорошего будущего, как говорилось ранее, светлого будущего, да, без преступности, без разворовывания и, по крайней мере, спокойной жизни, конечно, надо начинать, во-первых, с себя, потом смотреть свое окружение, ну и, соответственно, следить за деятельностью чиновников. Ирина Мироновна, вы проводите какие-то исследования, статистические данные у вас точно есть. На каком уровне вот у нас в республике чиновники совершают преступления? Может быть, на муниципальном уровне, может быть, выше? Если обратиться, опять же, к прошлогодней статистике, то кто в основном у нас привлечен к уголовной ответственности, ну, которым уже назначено наказание, да? Так у нас в прошлом году, ну, так называемому субъектному составу, осужден один заместитель министра республики, да. Осуждены 5 глав муниципальных образований, 4 муниципальных служащих, 5 сотрудников правоохранительных органов, 3 заведующих детскими садами, 1 директор школы, 2 главных врача, 5 работников Почты России, ФГУ, 5 представителей различных кооперативов, 5 сотрудников банка, 25 работников, руководителей муниципальных, государственных учреждений, обществ, организаций различных форм собственности, и в том числе 10 обычных граждан. Но это те граждане, которые ходили и передавали взятки. Ну, то есть это говорит о том, что у нас, в принципе, коррупция сохраняется повсеместно, практически на всех уровнях жизни, да? Что ж, Ирина Мироновна, желаем вам успехов в вашей дальнейшей работе. Спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешной борьбы с коррупцией. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.